Курортный сезон уже идет, но если весной у представителей туротрасли и экспертов были оптимистичные прогнозы относительно того, каким будет курортный сезон, то сейчас эксперты осторожничают. Туризм, ожидания и возможности – тема нашего сегодняшнего выпуска. Итак, хочу представить вам гостей студии. Начнем, наверное, с Константина Новикова, директора комплекса «Тамыш-Вилледж». С нами сегодня Астамур Ахба, член Общественной палаты, ательер, а также у нас в гостях сегодня Армен Карницян, представитель национальной туристической компании «Турист». И с нами на связи по скайпу будет Азамат Багателия, начальник отдела маркетинга и развития курорта Пицунда. Азамат, приветствую всех гостей. Кроме того, мы ждали еще одного гостя, как вы видите, представители Минтуризма. Ни министр, ни заместитель министра сегодня не пожелали поучаствовать в нашем эфире. И, конечно, для нас это не очень хорошо, потому что у нас были вопросы, в том числе и к Министерству по туризму. Итак, я предлагаю начать наш разговор с того, вообще, что сейчас происходит с курортным сезоном, да, какие у нас были ожидания. Давайте начнем с оценки того, что со спросом. Константин, давайте, может быть, с вас начнем, вот с Восточной Абхазии. У вас объект новый, вы второй сезон работаете. Да, скажу, наш объект называется Тамыш-Вилледж. Находимся мы в Ачимчирском районе, в селе Тамыш. Вот. Нам сравнивать прошлый сезон можно с июнем, поскольку мы открылись 1 июня прошлого года. Если говорить о 2 недель этого года, то в прошлом году мы приняли порядка 950 человек к 14 июня, а в этом году уже порядка 1350 человек у нас побывало. Вот, поэтому с точки зрения заполняемости в этом году заполнение у нас больше. Но общаясь со своими коллегами, стоит отметить, что май месяц все отмечают как просевший месяц и слабую загрузку относительно прошлого года, в котором мы, к сожалению, не принимали участие. Ну, кстати, не только май считают просевшими, но и июнь уже начало, такое активное начало курортного сезона. Вот как раз, Азамат, интересно было бы вот цифры от курорта Пицунда, что у вас происходит. Вот в Восточной Абхазии говорят о полной загрузке объекта. Добрый день, коллеги. Спасибо за то, что пригласили нас принять участие в вашем эфире. То, что касается статистики, если мы будем говорить о цифрах, то стоит разделить это на до постковидный период, постковидный период, если мы берем статистику 2021 год и текущее время. То, что касается 2021 года, в нашем объекте было с 28 апреля 2021 года по сегодняшний день 2200 человек уже проживало. То есть мы очень рано запустились, 28 апреля это для нас ранние цифры были в 2021 году, и, соответственно, мы можем говорить о том, что в прошлом году ситуация немного иная была, и, соответственно, туристам было выгоднее приезжать в те страны, которые были сняты с ограничениями в связи с ковидом. И если мы будем говорить о 2022 году, то стоит отметить, что в этом году цифра немного иная. Соответственно, этому есть определенные причины. Глобальный мир меняется, мы не можем не быть причастным к этим глобальным изменениям. И, соответственно, на сегодняшний момент наш объект запустился с 1 числа этого месяца, соответственно, позже, чем мы планировали. И количество туристов с 1 июня по сегодняшний день составляет 650 человек. Это достаточно небольшое количество для нас, потому что объект большой, и он рассчитан на принятие гостей более 2666 человек. Почему это, наверное, мы чуть позже, да, будем говорить. Ну вот я как поняла, ты уже немного, Азамат, сказал о том, что все-таки вот геополитическая ситуация, она является тоже вот причиной того, что сейчас объект не загружен так, как он был загружен в 2021 году. Давайте об этом подробнее поговорим. Вот у меня есть данные Ассоциации туроператоров. Если в ковидном 2021 году не планировали отправиться в путешествие 16% опрошенных, то есть россиян, то в 2022 их уже 32%. То есть вдвое увеличилось тех, кто вообще не собирается поехать на отдых.
Давайте вот поговорим о том, почему люди не хотят отдыхать. Это ситуация нестабильная в мире политическая, просто люди боятся куда-то выезжать, или что происходит? Или все-таки инфляция повлияла на то, что люди какие-то деньги, которые они откладывали на отдых, все-таки потратят на какие-то более нужные вещи. Как вы думаете? Астамур, ваша точка зрения на этот счет? Здравствуйте, Нала. Спасибо, что вы привлекли нас на эту площадку. Ну, знаете, ничего трагического пока ничего не происходит. Ну вот разница, во-первых, Восточная Абхазия, казалось бы, не раскрученный, да, курорты в восточной части страны, и курорт Пицунда известный уже с советских времен. Вот такая разница по загрузке. Не, Как Нала, это объяснить? здесь я обоих кандидатов послушал. Пока ничего такого трагического не происходит, как они озвучили. И не надо здесь сейчас сказать, что восточная более востребована, или там западная, или как-то так. Объекты разные. Здесь в данном направлении объект, который находится в селе Тамыш, это непосредственно кто собственник и организовывает, и поставляет, поставщиком является туристов, и занимается, и имеет свой, как говорится, туристические агентства, которые располагаются на территории Российской Федерации. То есть они со всех регионов Российской Федерации предоставляют и загружают на тот объект. То есть А Тамыш, Вилледж сравнивать с курортом неправильно? Ну, с курортом Пицунда, курорт Пицунда, или с для другими курорта Пицунда западными. май месяц или там начало первой декады июня месяца не являлся таким активным спросом, не обладал. И здесь, конечно, вы правильно ставите, вы сказали инфляционные процессы, здесь не столь инфляционные процессы, здесь процессы, которые происходят, это социальный уровень населения. Хотя мы слышим сейчас за последнее время ряд пакетов будут рассматривать и расширять в направлении. Также надо понимать, что если мы туристическая страна, что мы не только одни. И я, конечно, с коллегами не соглашусь, когда они начинают делить то ковидные, после ковидные. Дело то, что, конечно, во время ковида какие-то объекты наши оказались более востребованы, наши рекреационные зоны оказались более востребованы. И так как по логистике ближе к нам получалось приехать и размещаться, и наши соседи как развиваются и создают условия, то, что и такие условия были открыты, то здесь, конечно, спасибо всем, что в то время мы не оказались где-то на стороне и настолько не просели. Сегодня что происходит на рынке туризма или вообще в сфере услуг? Ательеры или эксперты, которые говорят, они говорят, что глубина продаж нету. Что имеется в виду? По факту сегодня турист захотел, по факту приехал, разместился, побывал. То есть вот уехал. долгосрочного планирования Нет, сегодня идет нет. вот июнь месяц, у нас вторая декада пошла. Вот здесь цифры озвучили, но номерной фонд он не озвучил. Он сказал всего лишь, что в прошлом году у нас было 900 человек, а в этом году 1300 человек размещенных лиц. В процентном соотношении сколько у вас сейчас объект загружен на сегодняшнее время? На сейчас 90%. 90%. Номерной фонд у нас 600 койко-мест. Вот. Плюс Ну, доп. Места вы 50. просто, я для чего это говорю? Просто мы когда говорим о цифрах, мы должны сопоставлять, правильно? Номерной фонд, загрузка и что планируется. Многие объекты только к 25 числам приближаются к 90% загрузкам. А июль, август, пока многие ательеры и многие участники рынка говорить не могут в связи с тем, что коммуникации поменялись. Понимаете, каналы продажи поменялись. Потребитель, он пока особо тоже не знает, через кого То обратиться. есть, Астамур, если есть- правильно понимаю ваши мысли, туристы все так же готовы приехать в Абхазию, Конечно, но они не планируют этот туристы, отдых заранее. вы здесь говорили, что якобы вот из-за тех событий, которые происходят, они не хотят путешествовать. Они хотят путешествовать. Для кого-то, конечно, это сегодня восприятие реальности сложно оказалось. Кто-то хочет по сей день, как в прошлом году или позапрошлом году, снимать сливки. А снятие сливок закончились. Надо понимать, надо изучать, анализировать и выстраивать, и правильно научиться обслуживать. Что нам надо сделать, мы об этом будем обязательно говорить, В этом но вопросе надо как-то понимать. И ничего такого трагического сегодня не происходит. И те, конечно, лозунги, которые были, рекордные там, показатели будут, или там страна
зачахнет, не сможет туриста пропустить, слушать там каких-то Сможем ли мы экспертов. обслужить, слушать каких-то экспертов в городе Сочи количество? находятся там, или там, которые говорят, что вот Крым закрыли, там туристы приедут. Поверьте мне, те, которые едут в Турцию, в Абхазии их не ждите. Те, которые привыкли, все включено, они будут ездить искать такие объекты. До этого уровня дойти, Абхазии еще и жить, и долго развиваться и развиваться. Астамур, вот как раз в продолжении ваших мыслей, некоторые эксперты говорят, что вот средний класс или бюджетные туристы, которые к нам приезжают обычно, их доходы уменьшились вот в связи с инфляцией, а вот богатый турист, который готов потратиться, который там, ездил в Европу и так далее, они, если даже захотят приехать в Абхазию, то тут нам нечего предложить вот такому туристу. Отели 5 звезд, сервис, соответствующий таким отелям, инфраструктура. Вот как вы считаете, вот, Армен, к вам вопрос, все-таки захотят к нам приехать вот такие туристы сейчас? Алла, спасибо за вопрос. Добрый день, уважаемые коллеги. Та тема, которую мы сегодня обсуждаем, ожидаемость и реальность, это действительно олицетворяет тот сезон, который сейчас у нас начинается. Абсолютно согласен со Астамуром Яковлевичем с тем, что до пандемии, во время пандемии, после пандемии к нам не имеет, наверное, или если имеет, то малое значение. Но, отвечая на ваш вопрос, скажу по следующему образу. Прошлый год для нас мы предлагаем экскурсионное обслуживание туристам, находящимся как в Западной, так и в Восточной Абхазии, так и здесь, в городе Сухум. Да, он был рекордным, было большое количество людей, но сезон пока не начался. У нас сезон начинается с числа 15-20 июня. Этот май, о котором почему-то сегодня говорят эксперты, которые, как это говорится, на поле с людьми не работают здесь, а пытаются давать какие-то оценки, я с ними не согласен, объясню почему. Начало мая до середины мая у нас был прекрасен. Потом пошел спад, у нас каждый год так. И сейчас опять идет последняя неделя, мы видим прирост туристов, выездов стало больше и так далее. То есть здесь нету, наверное, никакой... Это и глобальные проблемы отражаются, возможно, но мы же не можем приехать в российские регионы, прийти к людям домой и спросить у них, а почему вы в этом году не едете в Абхазию отдыхать. У каждого свой выбор. Ну, для этого есть аналитические центры, которые изучают общественное мнение. Вы знаете, не в первый прошлом год. году наши аналитики оценивали, что у нас будет провальный сезон. В мае месяце и так далее. Но с 20 апреля лично я ежедневно были на выездах, и в это время мы уже устали работать, так скажу. Так что проанализировать заранее сезон невозможно. Возможность, да, сейчас ниже чуть-чуть, чем в прошлом июне. Но я, например, знаю абсолютно точно, сегодня мне друзья звонили, просили забронировать в Сухуми номер, я не смог найти. С 1 июля сказали, что свободных мест. То есть, я как понимаю, вот эти 2-3 месяца, июль, август, сентябрь, они позволят как-то компенсировать вот эти ожидания, которые Это всегда были... надо было так. Это так ежегодно. Так и будет происходить. Это просто сегодня некоторые думают, что на самом деле, если какие-то геополитические какие-то процессы, если происходят, то вот столько в Абхазию будут приезжать и будут останавливаться. А какая рекреационная пропускная способность Республики Абхазия? Да, пляжи позволяют сегодня более 2 миллионов пропускать, даже больше. Но рекреационная емкость гостиничных объектов позволяет. Хорошо, у нас есть еще И, частный сектор, который никак не отражен вот в этой статистике. Вот почему? Вы знаете, статистика, которая сегодня собирается, не все средства размещения тоже отражены. На совещании президент задавал как раз вопрос, сколько рабочих мест создается, сколько капиталовложений идет, сколько инвестиций привлекаются, в том числе вот объект, да? Вот у нас были вопросы к Министерству туризма, как раз хотели бы точно узнать, Министерство что... туризма могли бы сказать, на совещании бы озвучили бы. К Данных этому нет. Данные надо фиксировать. Данные надо фиксировать, когда мы начинаем планировать объект строить. И когда уже выделяется земля под строительство того или иного объекта. Нами было разработано, я тоже работал в Министерстве по туризму, была разработана форма отчетности, которые должны субъекты индустрии гостеприимства или
кто находится в сфере гостеприимства, должны предоставляться. Мы иногда ленимся, не хотим. А если мы начнем, на самом деле, те, которые объекты введены в эксплуатацию, свидетельство о разрешении там, или ведении деятельности, которые получили, в разы у нас меньше статистика окажется. Это виды деятельности, которые оказывают, которые стоят на учете в налоговых То есть вы хотите инспекциях. сказать, что меньше 40 тысяч койко-мест, Не, у которые... нас официально- 40 тысяч койко-мест есть в республике. Есть они. Но если мы по категориям отелям начнем делить, то там вопросы как некоторым средствам размещения, которые мы называем как гостиницы или эти, они могут выпасть. Номер, может, подходит, но инфраструктура сама объекта не подходит. Или мне нравится, у нас бутик-отели, Ну, сами это нормально, себя это там... нормальное явление. Если Отель в 5 звезд. Не, вы знаете, какая ситуация? У нас в стране тоже многие говорят, нету понятия гостевого дома или что. Нравится предпринимателю гостевым домом называться, нравится предпринимателю называться бутиком отеля там, или, допустим, тому же туристу нравится размещаться в этих объектах, размещениях. Что нас должно это пугать? Мы должны думать, как ввести объект в эксплуатацию, паспорт, объект насколько должен быть безопасным для размещения туристов, оказания услуг гостиничных и правила оказания услуг. По поводу того, как безопасность влияет на спрос. Вы упомянули совещание у президента, которое прошло по подготовке к курортному сезону. Там, кстати, глава государства сделал акцент на том, насколько пляжи готовы, вообще инфраструктура готова к приему туристов. Это отсутствие там, табличек, отсутствие спасателей на пляжах. Вот эта тема, она насколько влияет на спрос, как вы думаете? Мне интересно, вот в плане безопасности, насколько наша страна безопасна для приема туристов и что мы делаем для того, чтобы они здесь себя чувствовали комфортно. Нала, смотрите, я начну, так как я бывший госслужащий, так скажем. Вы да? сегодня, как я поняла, отдуваетесь за министерство. Нет, причем министерство – это наша общая проблема, общие трудности, которые возникли, и они объективные и субъективные. Здесь никто никого не защищает. В данной ситуации вы говорите о пляжной инфраструктуре. Пляжи принадлежат муниципалитетам. Пляжи не республиканские. Для того, чтобы статус сегодня этих пляжей решались и закреплялись за определенными объектами размещениями, то есть это кабинет министров может решить. Ну хорошо, они же не бесхозные. Нет, смотрите, какая Астамур, ситуация. они же не бесхозные. Пляжи принадлежат муниципалитетам. Хорошо, То, что но сегодня, кому-то же они принадлежат. никому не принадлежат, только муниципалитетам, я объясняю же. Ну что вот они пляжи- несут ответственность за состояние Пляжи сегодняшнее. принадлежат муниципалитетам. Для того, чтобы мы сегодня в соответствии с законом Земельном кодексе правильно, чтобы использовать, пляжи должны быть доступными. Пляжи у нас могут быть, закрепляться за объектами размещениями в случае, когда там будут оказываться санаторно-курортные услуги, когда эти объекты будут детскими базами. А в других случаях, независимо, все они должны быть открыты. И не только пляжи, и услуги, которые предоставляются гостиничными услугами там, и рестораны, кафе, они должны быть доступны для граждан Республики Абхазия, а также для туристов. Пляжи должны благоустраиваться и выделяться на пользование в соответствии с законом, которого у нас нету. Закон о курортах, лечебных местностях или закон о благоустройстве пляжных территорий и парковых зон. Хорошо, То есть Астамур. территориально они должны Но делиться. я хочу вот с вами поспорить, отсутствие закона не говорит о том, правильно. что нет ответственных лиц. Правильно. Но Да. сегодня рыночная экономика. То есть должны объявляться конкурсы, должны разрабатываться единые макеты благоустройства пляжных территорий, должны быть ГОСТы зонирования пляжных территорий, какие услуги там можно оказывать. А не так, как некоторые переключают, говорят, что МЧС этим должен заниматься. МЧС всего лишь является контроль, который осуществляет. Хорошо, Астамур. Азамат, у меня вопрос. Вот бронируя путевки, они задаются вопросом, что у вас на пляжах, насколько ваши пляжи безопасны. Это к вопросу о том, насколько вопрос безопасности влияет на спрос. Прежде чем ответить на этот вопрос, я бы хотел дополнить первую часть своего выступления. То, что касается бронирования и приезда гостей, да, туристов в летний период, и когда мы говорили о статистике, я имел в виду о том, что мы должны разделить на доковидный период, послековидный период и текущий период. Потому что сейчас мы находимся, я с предыдущими спикерами тоже в некоторых частях соглашусь с их выступлением, да? Но сейчас мы возвращаемся к цифрам 19, 18, 17 годов, да? Потому что сейчас на данный момент мы до конца этого месяца наберем этот поток туристов, который вот создаст такой пиковый
пиковую нагрузку в объектах. Это до конца июня месяца и к началу августа уже, я думаю, что более 80-90% объектов размещения будут наполнены туристами. Да. Касательно безопасности, да, наши территории, они готовятся до начала запуска к курортному сезону. Все прилегающие территории, участки к пляжу, к набережной, нашими службами благоустройства, они готовятся, они очищаются от мусора, там проходят различные посадки посадочного материала, я имею в виду цветов, деревьев и так далее, да, то, что украшает наш курортный объект. И, соответственно, весь пляж приводится в надлежащее санитарное состояние, и в летний период у людей есть возможность использовать шезлонги, использовать пляжный инвентарь, тот, который есть на территории курорта. Касательно безопасности именно туристов еще, если уточнять, то я не могу сказать, что у нас, в принципе, я вот сколько лет работаю в курорте Пицунда, не было случаев, когда у нас были серьезные проблемы, да, с тем, что есть какие-то серьезные опасения в их безопасности. Но, Азамат, не было, это не значит, что такого не будет никогда, но спасатели должны быть. Почему я говорю, да, спасатели, у нас есть пункт спасательный, который наблюдает за происходящим. Если говорить о безопасности в целом на территории объекта, у нас есть служба безопасности, которая следит за тем, что происходит на территории, и в таких случаев практически у нас не было. Но для туристов насколько важно, вот важный вопрос безопасности? Ну, вы Цена, знаете, мы про цену отдельно поговорим, как я понимаю, на первом месте все-таки цена или безопасность, вот как Астамур мне подсказывает. Безопасность, конечно, на первом таком уровне, если так скажем, потому что, в принципе, у нас есть места, где нежелательно, да, людям купаться, у нас есть информационные стенды, где указано, где можно, где нельзя пользоваться пляжем, да, и у нас там за этим следят, и если какие-то туристы хотят подходить к каким-то опасным зонам, да, их предупреждают об этом, и, в принципе, на территории таких ситуаций практически нету, их у нас как бы контролируется, если мы говорим о безопасности. Спасибо, Азамат. Вот мне интересно мнение остальных наших гостей по поводу безопасности. Насколько наша страна безопасна для туристов, насколько мы готовы обеспечить эту безопасность. Вот об этом поговорить хочу с вами. Как вы думаете, Константин? Я вот полностью соглашусь со Стамуром, что Ну, мне нравится, вы сегодня все друг с другом каждый соглашаетесь. объект, да, ну просто он на самом деле прав, что пляжи должны быть закреплены за объектами размещения, чтобы не перекладывать, в пользование, не перекладывать ответственность на муниципалитет, и каждый предприниматель мог бы ухаживать. Со своей стороны мы каждый год также приводим пляж в порядок, выставляем спасателей, вышки, делаем буйки, ограждения, открываем медпункт, то есть мы создаем условия для полной безопасности наших гостей, за которых мы, собственно, несем ответственность. Это прежде всего и наша безопасность от тех случаев, которые могут произойти на необорудованном пляже. В том числе с участием ГИМС у нас происходит обследование дна на предмет посторонних предметов. Опять же, нам ГИМС приходит, проверяет, дает заключение о годности либо негодности пляжа. Выделяются места для спуска маломерных судов, чтобы они не были где попало. Поэтому с точки зрения безопасности я согласен и с коллегами. Чем больше будет оборудованных пляжей, тем они будут привлекательнее. Потом оборудованный пляж – это всегда чистый пляж. За ним следит предприниматель, он сделал там некий ремонт, какие-то дорожки, кабинки, он делает там коммерческую деятельность, естественно, мусора там тоже не будет. И режим работы пляжа определяется. То есть уже больше ответственности, также будет сам турист нести ответственность. Понимаете? Вы о чем говорите, Нало, то, что спасательную станцию, я тоже так промежутками посмотрел совещание, то, что проводил президент с участием всех служб. Речь шло, муниципалитет город Гагра, Гагрский район, то, что озвучивает, что у них нету спасательной станции. Они не имеют в виду, что на пляжах нету спасателей. Спасатель это который сидит, смотрит, оповещает. Я вам честно скажу, вот я была в разных местах в Абхазии, но я никогда не видела спасателей. Речь идет о спасательной станции, которая в случае экстренного какой-то необходимости будет оказывать помощь, поиски. В Гагре часто бывают шторма, бывают трудные
Когда То надо есть на это не самом деле значит, что пляжи спасатель закрывать. должен сидеть на пляже и Спасатель, наблюдать смотрите, за если мы происходящим. говорим, я же говорил, что 70% только по ГОСТу благоустраивается. В эти 70% от зависимости, какую территорию закрепляется на основании конкурса, который проводится муниципалитетом, и там определяются места, сколько должны быть спасателей. Также там должны быть детские зоны, спортивные зоны. Зоны такие, где питьевую воду должны пить. Не платные уже. Туалеты должны быть также. То есть также они, вот эти, которые берут в пользование пляжи, они приводят в порядок, очищают от бытового мусора. А муниципалитет уже вывозит, определяет места, где мусор должны собрать, привезти, поставить, и когда они должны вывести. И это не означает, что только в летний курортный сезон этот пляж эксплуатируется тот, кто пользуется, эксплуатируется им. А в зимнее время тоже график уборки, сохранности. То есть круглый Понимаете, год круглый пляж, год, там который сроки за кем-то прописывают, закреплен, он договор должен за ним. подписывают. За счет этого можно привести в порядок. А то, что вы говорите не во всех, я не соглашусь. Есть у нас сегодня предприниматели, может, не все стандарты ГОСТа они смогли соблюдать, но исходя из рынка, то, что есть, и исходя из их ресурсов, они создали максимально, что могли создать. А тон должен задавать в данной ситуации муниципалитет. Астамур, мы вот на Разработка. теме безопасности так зациклились, но она на самом Безопасность деле... – это основа. Да, она на самом деле шире, чем мы сейчас это обсуждаем. Мы говорим о безопасности на пляжах, но тут и криминогенная обстановка в стране, насколько она меняется к лучшему, да, насколько безопасно передвижение по стране, насколько обеспечивается безопасность на экскурсионных маршрутах. Тут, кстати, мы отдельно даже можем на эту тему поговорить, но мне хочется еще с вами поговорить о ценах. За этот сезон, да, цены изменились на 20-30% в сторону подорожания. Вот как эта цена влияет на спрос? Давайте поговорим об этом. Все-таки приедут к нам все те, кто хотел приехать. Мне тяжело будет сказать, приедут ли те все, которые планировали или нет. Но однозначно могу сказать то, что те, которые приехали, и те, кому мы предоставляем экскурсионное обслуживание, заметно они не ощущают поднятия цен. Это поднятие цен не исключительно в Абхазии, это и в России, и повсюду произошло. И поэтому Но я при бы не этом сказал- платежеспособность населения же не повышается из-за инфляции, о которой мы уже сегодня не раз Ну, упоминали. понятно, но если человек поехал на отдых, он рассчитывает, что он потратит. Но здесь нет в смысле того, что вот я не слышал, вот за последние там чуть больше месяца работаем, я не слышал от туристов, чтобы они сказали, о, как у вас дорого. Там, или А я поднялась слышала цена. вот таких туристов, которые говорят, что если питаться в общественных местах, например, в столице, то вот эти расходы, за эти деньги можно поехать в Дубай, говорят некоторые. Вот с таким возмущением иногда. Счастливого пути, пускай летят. Нет, да давайте серьезно, все-таки, если средний чек взять, насколько цена соответствует качеству предоставляемых Мало. услуг? Поверьте мне, я вчера только что вернулся из Стамбула. Не все то, что нам туристы говорят здесь, все соответствует. Во всех странах бесплатно никто никого не обслуживает. То, о чем я вам говорил, что те, которые лица ездят в Турцию, все включено, все хорошо, этих туристов ждать нам здесь не надо. То, о чем я хочу сказать, вот у нас в последнее время есть такие крупные туроператоры, да? Они приходят, они предлагают там все включено, там то, что в Египте, там, в Турции, там, в других странах применить, внедрить в наших объектах размещениях, там, что это чуть ли не приведет там, к таким-то показателям, что, поверьте мне, те, которые практиковались, они уходили в большие минуса. Вот очень многие, да, говорят, туристы, что у вас дорого, все такое. А у меня вопрос, если, конечно, не заниматься предпринимательской деятельностью, если не заниматься продажами какими-то этими, конечно, так можно ходить по всем улицам, говорить, что мы самые плохие, что мы ничего неправильно делаем, мы ничего не анализируем, мы ничего не выстраиваем. Вот здесь не дастся мне соврать, есть себестоимость номера тоже, который рассчитывается при строительстве объекта, при эксплуатации объекта. На 20-30% растут на те, которые товары, услуги, которые необходимо сегодня изменить. Но сегодня тоже очень многие говорят про ГСМ.
И вот я вчера, когда был в Турции, я спрашивал, я интересовался, сколько сегодня у вас стоит литр бензина, сколько там. И они мне точно так же говорили, что ожидается на этой неделе повышение. Азамат кивает, мне кажется, он хочет согласиться или наоборот не согласиться. Вот 20-30%, насколько это оправдано такое повышение цен? Ну, смотрите, если мы говорим о росте цен, то, как всем известно, в связи с устойчивым ростом общего уровня цен на товары и услуги, вот на протяжении этого времени они выросли и были повышены там больше 20 или 30%, не помню, так точно, если говорить. Если говорить о нашем объекте, то в основном увеличение цен это затронуло категорию номерного фонда с повышенной комфортностью. А цены на категорию номерного фонда без удобства практически осталось без изменения. Но в начале туристического сезона мы разработали различные механизмы и предложили 10% скидки для наших туристов, да, и попытались тоже как-то повлиять на рост бронирования глубинного, да, и мы вот на 10% сделали скидку. Ну, вот такой баланс между тем, что объект должен как-то окупиться и какую-то часть заработать, Да. вот вы такая Заигрываться цена. в этой сфере Когда с мы повышением говорим, мне нельзя. хочется напомнить людям, что мы, прежде чем предоставить услугу, да, для нашего гостя, трехразовое питание условно, мы должны этот продукт привезти, приобрести, довести, приготовить. Соответственно, сумма итогового продукта, она увеличивается. И, соответственно, ценовая политика у нас в этой части тоже поменялась. И мы, конечно, много сказали в начале статистики, но мне хочется напомнить о том, чтобы немного позитива, да, поговорить на эту тему тоже, потому что 2021 год нам показал, насколько туриндустрия очень важная отрасль в Абхазии. Люди увидели, какое количество туристов было, и, конечно, в моменте они были уже уставшие от такого наплыва туристов. Ну, мне хочется сказать, что люди, которые работают в туриндустрии в этой сфере, да, наших бизнесменов, на крупных государственных объектах, частных объектов, мне много хочется поговорить о повышении предоставляемых услуг, потому что, как мы все знаем, и когда мы приводим в пример различные страны, да, которые посещают огромное количество туристов, эти страны предлагают большое количество инфраструктуры, которая у них налажена в их странах, и услуг, которые они предоставляют. Соответственно, наши услуги, которые предоставляются в Абхазии, они ежедневно, может быть, увеличиваются, но не таким темпом. В последнее время, если проанализировать, да, ситуацию, курортный сезон, он во времени тоже растягивается постепенно. Вот, Армен, вы сказали о том, что не смогли забронировать в июле место в каком-нибудь отеле в Сухуми. То есть это говорит о том, что вот спрос на лето, на середину лета есть, а насколько мы готовы принять еще большее количество туристов. Есть споры о том, вот какой турист нам вообще в будущем нужен, да, так если стратегия туризма посмотреть. Вот турист, который готов много тратить, но в количестве меньше их, или бюджетный турист массово, да, вот их брать количеством, тогда это нагрузка на инфраструктуру. Вот куда нам лучше стремиться, все-таки, если говорить о стратегии развития? Что для Абхазии выгодно? Сейчас Абхазия мы не можем обеспечить уровень для богатого туриста. Почему вы так говорите? Нам? Пятизвездочный отель, приведите пример с Скажите, инфраструктурой, пожалуйста, с что в услугами. пятизвездочный отель вообще входит? Услуги. Какие услуги? Спа, Да. сауна, там, не знаю, массаж, Давайте детская мы с вами площадка. поедем как-то, знаете, после эфира. Хорошо, я не в настаиваю. Гагрский район увидим за последнее время, какие отели появились на территории Гагрского района. Да и в Новом Афоне, в Сухуми. Нет, в Новом Афоне пока Я этого не нет. спорю, В Новом убедите Афоне- меня в в том, Новом- что у нет, нас в Новом есть такие Афоне, в объекты. Сухуми таких отелей нету. Не надо здесь придумывать. В Гагрском сегменте отели хорошего уровня появляются. Есть такие отели, здесь Редисон, Марриотт, там, Хаят, там, у них тоже какие-то есть. Но вы поезжаете в другие страны тоже, они тоже пользуются этими названиями, так скажем, да, но по факту там могут оказаться не хуже наших отелей. То, что вы говорите, богатый турист как раз хочет другие какие-то условия, не то, что в номере побыть или там, практически в этих условиях никто не побывает. Турист приехал, он ночует, он хочет получить вкусную еду. Хорошие рестораны. Ну, рестораны, развлечения. питание, там все, питание,
номерной кровати, чтобы они были удобные, и водные коммуникации, чтобы тоже были в санитарные узлы, чтобы они были на хорошем уровне. А и инфраструктура, информационность, продвижение, персонал, там вот в этом чуть-чуть мы хромаем в сегодняшнее время. Но это не сразу появляется. Когда говорят, что у нас ничего не меняется, ничего не делается, извините меня, мы давайте архивы поднимем, которые, слава богу, абхазское телевидение из года в год ездило в Гагрский район и в другие административные районы, записывали и объекты размещения, и места скопления туристов. Ну давайте посмотрим, что сегодня чуть-чуть хотя бы какое-то русло меняется. Хорошо, Но я для этого поэтому тоже говорю, какая стратегия? нужны инвестиции, нужны капиталовложения. А за короткий период, вот с 2014 года, мы не увидели, что сюда пришли столько-то инвестиций, столько-то участников, таких там крупных участников, игроков, которые обратили на наш регион туристический. Мы это за положительно не оцениваем, а говорим, что так-то, так-то, так-то плохо развивается. Но давайте мы свою страну будем хорошо изучать. Вот то вы говорите, богатый турист. Нам здесь банковскую сферу хорошо надо развивать. И в том числе и банкоматы, Вот вы, получается, услуги. Астамур, Вот хотели эти. со мной поспорить, Ну, а потом Нет, получается, ну что вы... понимаете, туристы есть богатые. Богатые как? Делить богатый, средний. Мы доходы свои считаем. Мы имеем сегодня рекреационную зону, которая нам должно приносить столько-то рублей, столько-то трудоустройства граждан Республики Абхазия должно осуществляться. И мы должны прекрасно понимать, что не все вакантные места также можем заполнить. Мы должны знать, сколько иностранной рабочей силы должны привлекать. А не так, когда мы сидим в кафе, в ресторане, все плохо, все там, или в частных Нет, каких-то Астамур, барах, так нельзя тоже. позвольте мне, Или в я ни в коем случае не я говорю, о вас говорю. что плохо, Или но мы мы говорим о соцсетях, что плохо, плохо, плохо. должны знать, куда вот республика стремится. Стремиться Дальше. должна страна. Мы же должны только, не только завтрашним днем жить, страна а в должна будущем. стремиться, страна должна стремиться, чтобы подрастающее поколение должны быть квалифицированные, грамотные, которые хотят работать в нашей стране, созидать, и которые должны участвовать во всех рыночных процессах, которые происходят. Годами Хорошо, создавалось. я почему спрашиваю, вот какая стратегия нам все-таки ближе? У нас как бы сейчас что получается? Разделение республики на две зоны, западная и восточная. В западной Тоже части... неправильно мы делим, честно скажу. Это то, что Ну, мы придумали, западно-восточно. Нет, позвольте, Астамур, в западной части, вот вы говорите, отели более А это было высокого исторически уровня. так. И Исторически так было, что в может так Западной и сделать, Абхазии сделать акцент. рекреационные ресурсы другие, поймите правильно. А здесь я не скажу, что рекреационных ресурсов нету. Но извините меня, слава богу, что у нас здесь более плодородные земли, где можно развивать сельское хозяйство и создавать условия. А кормить-то туристов надо. С какие бы мы отели ни построили, спа-услуги не сделали, туристов надо кормить национальными продуктами. Наших производителей надо поддерживать и в отелях, и в других объектах размещениях, или в других местах, где приезжают туристы. Мы не должны бонагва продавать, а мы должны на самом деле продать те воды, которые разливаются в Республике Абхазия. Вы сказали, туристы, там, вот сегодня вы в Сухуми задаете вопрос, что столько-то человек могут оказаться. Он-то сегодня обратился, бронь-то может сегодня стоять, а завтра бронь-то могут снять. А завтра могут туристы там на самом деле номера свободными оказаться. Вы понимаете, мы не знаем бизнес, как строится, и мы начинаем разговаривать. Вот наша проблема внутренняя. А сегодня я обращаюсь... Так как строится бизнес? Вы знаете наверняка. Вот Расскажите, как он строится меня бизнес. знает сегодня. У Мы него, как может, раз для у этого него здесь и сегодня собрались. может брони стоять там столько-то, а завтра на самом деле эти брони могут аннулироваться по каким-то причинам. Задача Соизмеряй. же владельцев, да, в турсфере кто-то гибко реагировать на эти Нала, процессы. кто-то вопрос задал, что туристов, которые приезжают в город Пицунда, он точно так же 3 дня хочет в городе Сухум провести. А как мы будем считать их? 3 или 2 туриста, или 1 турист приехал? Вы говорите о количестве. Что надо делать? Не пребывание туристов в одном объекте, чтобы увеличивать. Хотя бы мы, чтобы 8 полноценных дней, чтобы мы имели. Вот тогда уже более рентабельно будет объект, а чтобы 8 или 7 или дней, чтобы в объекте его как-то удержать, ряд услуг надо оказывать. А эти услуги, чтобы оказывать, должны быть квалифицированные сотрудники, кадры, которые также не хватает в нашей стране. И в учебных центрах на них их должны готовить. Надо сделать так, чтобы продукт стал интересным. Вот к чему надо стремиться. То, что у нас рекреационные, я еще раз повторяюсь, то, что у нас есть солнце, там, и то это не нас, это Бог нам дал, море, реки там. Мы говорим только о зонах, которые сегодня прибрежные. Кто-то из вас затронул вопрос инвестиций. Вы, кажется, Астамур, этот вопрос затронули. Таких собственных ресурсов в стране, чтобы вот
такой рывок совершить и увеличить количество туристических объектов, сейчас, судя по всему, нет. Но как привлечь инвестиции в страну? Это и в советское время не было, то, о чем вы говорите. Ну, Астамур, Не, и в советское время не время было. И во другая времена система российской- работала, Вы турбазы возьмите статистику, работали. там вы видите, сразу никто никогда не создаст, создается. Хорошо, давайте поговорим о том, Создается. как привлечь инвестиции. Что мешает и что мы можем сделать для того, чтобы инвестиции привлечь? Ничего не мешает, только развитие инфраструктуры, вложение в качество предоставляемых услуг. Вот вы затронули тему, как привлечь туристов. Это количество и качество должно быть. Просто мы, находясь дальше от границы, в полной мере это ощущаем, когда турист едет от границы в автобусе все это время, а над дорогой нету мест отдыха, где элементарно люди могли бы в туалет сходить, когда автобус 50 человек едет. Правильно. Вот. И эти места все должны быть оборудованы, трасса вся. Но сейчас, слава богу, делается освещение по всей трассе. В ближайшее время, наверное, оно заработает благодаря правительству республики, оно прилагает усилия. Также не хватает вот этих мест отдыха, которые также могли бы предприниматели взять, оборудовать, ухаживать за этой территорией, потому что турист, который выезжает, чтобы он вернулся второй раз, он должен увидеть ухоженную землю, ухоженную обочину, ухоженные подъезды к морю. Но мне нравится, что вот этот вопрос обсуждался на совещании у президента, но об этом говорят в процессе сезона. Это работа, которая должна была Ну, знаете, пройти еще, уже практика провести эту показала. работу должны были весной, Ну, в начале идут. сезона. Весной мы выборами занимались. Завершились выборы. Кстати, в которых вы тоже Да, я участвовал. участвовали. Но знаете, вот то, о чем вы сейчас сказали, может, на самом деле не все эти условия созданы, но сейчас вот я езжу тоже, да, и в сторону границы, и так-то тоже в другие направления. Честно скажу, что меня радует, что сейчас со стороны Автодора, Абхазавтодора, там идет работа, очищение, там обзоры открываются, углы там разные. А сегодня то, что нужны санитарные узлы, места, где могли бы хотя бы, да, вот для таких восточных объектов, конечно, 2 часа ехать в автобусе, это уже и биологический час должен быть. В данной ситуации, конечно, санитарные узлы, которые должны привести в порядок, их надо возобновить, вкладывать. Места, где их нету, их надо создавать, конечно. Это первый вопрос на самом деле. Это граница, с границы информационный центр, с информационного центра далее места по перемещению до объекта. И на самом деле я считаю, что очень многим нашим предпринимателям и банкирам надо задуматься о посттерминалах. Люди уже хотят не с наличными ездить, а они хотят картами получать услуги. И касаемо банкоматов тоже, когда на самом деле люди хотят получить услугу, и когда бывает денежную массу они не столько взяли, а на самом деле обналичить свои через карты практически тоже сложно. Ну, Но вопрос денег тоже диктует. важный, Да. Астамур, но вы вот тему границы затронули. Сейчас она особую актуальность приобретает, эта тема загрузки и пропускной способности границы, особенно в курортный сезон. Вот этот вопрос, он как влияет на то, что люди хотят, не захотят приехать? Ну, смотрите, в основном, вот границу, когда мы обсуждаем, вот были, да, площадки тоже в России, там говорят, что якобы граждане Российской Федерации сталкиваются с теми или иными трудностями. Сталкиваются наши предприниматели, наши перевозчики. Но с 2011 года были созданы более комфортные условия. Но сегодня, конечно, реалии говорят, что надо создавать еще более лучшие условия. Речь идет и об автоматизации тоже. У меня вопрос возникает, почему я, если намерен пересекать российско-абхазскую границу, особенно таможенные формальности речь идет, я почему должен именно там оформляться и должен пересекать российско-абхазскую границу? Если я когда могу это сделать через личные кабинеты, которые должны быть защищены за счет наших договоренностей, и предоставлять эту информацию необходимую на пункте пропуска, которые должны сверять. То есть во время чемпионата мира у нас механизмы сработали не только с нашей границы, по паспортам болельщика могли нашу страну посещать и пересекать российскую абхазскую границу. Никаких затруднений не было. Мы как бы знаем, что Причина то, что переговоры сегодня многие идут, но абхазские пока машины, проблема когда пересекают, остается. они долго стоят, паспорт и Да, контроль там не Армен, превышает 1 минуты. Вот Армен как раз является вот представителем компании, которые занимаются перевозками.
туристов. Граница насколько является проблемой для туристов и насколько этот вопрос, решение этого вопроса важно? При большой для- загруженности, конечно, это вызывает проблемы. То есть, если вот стандартно проезжать границу с группой в 40, в 50 человек, то это на российской стороне это занимает минут 40. От получаса до часу, скажем так, это вот стандартный переход границы. А когда она загруженная, бывает и 2 часа, и 2,5. И, безусловно, это же тяжело. Система кондиционирования не выдерживает, людям жарко, проходят, дожидаются, ну и тому Ну подобное. вот турист, который так перешел границу, он второй раз захочет приехать? 99% да. Ведь он приехал не на границу, он приехал в Абхазию. Если он приехал сюда и ему понравилось на море, ему понравилось на экскурсиях, он будет приезжать из года в год. Ну, тяжело. Те люди, которые приезжают несколько лет к ряду, и таких тоже гостей у нас достаточно большое количество, и они едут, ну, самостоятельно, скажем так, они стараются, по крайней мере, узнать время, когда граница менее загружена, проходят, заказывают трансферы, приезжают. Но в любом случае при групповых перевозках нужно обращаться к лицензированным компаниям, которые это осуществляют. С ними проще, они организованнее, проще проход и границы. И вообще в целом всего вида деятельности туризма, как в Абхазии, так и в частности на границе тоже. То есть вот так. несколько проблем мы с вами сегодня обсудили. Как цена влияет на спрос, что с безопасностью на пляжах и вот такие препятствия, как граница, да, сложность ее пересечения в момент такой максимальной Границы загруженности. мало, для нас это логистика. Да, Понимаете? логистические Логистика, проблемы. который от аэропорта или ЖД вокзала города Сочи, для Адлера там. А мы же не говорим о логистике, о которой речь идет с Москвы, добраться надо туристу до Сочи. Тоже проблема. Сегодня почему такие тоже могут быть спады, небольшие, так скажем, в сравнении с прошлым годом, в связи с тем, что полетные программы тоже изменились. И недешево летать. Ну, те обстоятельства, которые Время сложились полетов нам, да, увеличилось, время полета цена увеличилось. изменилась. Сегодня на практике то, что говорят чартеры, всякие эти, они не дешевые. Практически туристические компании, которые организовывают и предлагают услуги наши, да, которые продвигают, они практически пользуются полетными программами, которые есть по направлению с Адлером. А потом уже, конечно, и граница. На границе в основном сталкиваются наши предприниматели, я имею в виду перевозчики и физические лица, которые пересекают российско-абхазскую границу, для того, чтобы создать условия развития экономики на территории Абхазии. Сегодня, на самом деле, когда я задал некоторым сотрудникам, почему у нас личных кабинетов нет, в Армении для армян, Армении есть там между Россией, там, допустим, заходишь на ФТС сайт, ты можешь личный кабинет открыть, оформиться. Там международная процедура. А то, что вы говорите, там турист привык, турист также, когда он посещает и Египет, хваленный Дубай и другие, также с такими трудностями сталкивается, с такими очередями сталкивается на пунктах пропусках в аэропорту или другими транспортами, если они пользуются. Они точно так же отстаивают свою очередь о зависимости. Астамур, тема-то понятна, что есть проблемы, да, никто ни для кого не секрет, что на границе есть проблемы, особенно в летний период. Вот мы несколько, да, проблем обозначили, но, в общем-то, какие выводы напрашиваются? Вот это подорожание на 20-30% отдыха, оно не влияет существенно на спрос. Те, кто хотят Сейчас приехать, будет скидывать, вы давайте поверьте. подведем итоги, и все-таки вот мне интересно вот так коротко, какие прогнозы у вас, Армен, давайте с вас начнем все-таки, как вы думаете, дальше чего нам ждать? Дальше ждать хорошего сезона. Все зависит от нас с вами, все зависит от людей, которые к нам едут. Вы поймите, мы не можем в течение 5 лет какого-то короткого срока изменить все, что здесь происходит. На моей практике, я уже чуть больше 10 лет в этой сфере работаю, я вам однозначно могу сказать, что Абхазия изменилась, и она изменилась в лучшую сторону. Появление того же Тамыш-Виллиджа и других отелей, гостиниц, новых кафе, ресторанов, пляжных зон. Да, безусловно, не всюду, не везде, но все идет к хорошему. Не может. Мы живем в сфере рыночной экономики.
Не может, мы не в социализме, чтобы государство Жестко устанавливало не то цены. что жестко, чтобы она вам устанавливала, нам устанавливала, предпринимателям, да и какие предприниматели могут быть в той экономической среде. То есть спрос определяет появление 5-звездочных отелей. Я не знаю чего-то еще нового и так далее. Если будет спрос на все это, безусловно, здесь будет строиться. Однозначно, вот Астамур, наверное, в этой сфере лучше скажет. Он за последние несколько лет в Абхазии появились совсем новые отели. То есть главная мысль — спрос рождает предложение, спрос есть. Это основа, то есть- это основа рынка. По-другому ни в Абхазии, ни в России, ни в Европе нигде нет и не будет. Оптимистично вы настроены, мне нравится ваш оптимизм. Я думаю, Астамур тоже вот такие оптимистичные прогнозы сделает на предстоящее лето. Все-таки к чему готовиться? Будут у нас показатели 2021 года или же мы приблизимся? Показатели, они будут. Они будут при любом раскладе положительным. Те, которые смогут золотую середину найти между ценой и качеством, они заработают. Но в прошлом году тоже очень многие хорошо заработали, и позапрошлом году, и в те года тоже. Но речь идет о развитии. Заработать всегда можно. Мы должны думать, как мы должны развиваться и что мы должны делать. Этот год может оказаться чуть сложновато, пока мы будем определяться, экономически будем правильно расчеты делать, экономические расчеты. Но поверьте мне, хорошие перспективы откроются на будущее. Астамур, Когда мы будем правильно развиваться и правильно будем спасибо двигаться. большое за ваше мнение. Азамат, какие у вас все-таки ожидания? Вот тема нашего выпуска — ожидания и возможности. Если коротко, наши возможности и наши ожидания. Да, мне бы хотелось отметить, вы тоже очень важную тему затронули касательно инвестиций, авиаперелетов и так далее. Да? Конечно, авиаперелеты очень сильно и ощутимо оказывают на то, как люди планируют свое путешествие, потому что вы отметили, увеличение авиаперелета увеличилось в несколько раз. Некоторые аэропорты Юга России закрыты сейчас, кроме аэропорта Сочи, и, соответственно, круг людей, которые использовали эти ресурсы, они сейчас уменьшились, и люди не хотят, некоторые, лететь по 4 часа в аэропорт Сочи. Некоторые пересаживаются на автомашину, и мы уже видим на наших дорогах, что приток машин увеличился. Да, и то, что касается, было отмечено в части инвестиций в Абхазию, да, не стоит ограничиваться хорошими отелями. Да. Абхазия должна предоставлять различные виды туризма, начиная с санаторно-курортного. Сейчас очень модно по всему миру, когда люди пользуются различными глэмпингами, кемпингами обычными, да, где люди приезжают и за недорогой стоимостью используют те или иные объекты размещения, хорошие бутик-отели. Мы должны развивать все виды туризма, безопасный регион, в который могут приезжать большие семьи, да, с детьми, с бабушками, с дедушками, и достаточно длительное время отдыхать и использовать все возможные виды услуг на территории Абхазии. Соответственно, благодаря такому туризму наша экономика, в принципе, будет увеличиваться, и это зависит напрямую на трудоустройство нашего населения, на пополнение бюджетных средств в виде налоговых отчислений и остальных платежей, в принципе. Азамат, благодарю тебя. И, Константин, у меня к вам вопрос. Какие советы вы дали бы владельцам гостиниц, отелей, учитывая вот все, что мы сегодня здесь обсудили, если коротко? Ну, если коротко, мне сложно давать советы, у каждого объекта он индивидуальный свой. Единственное, относительно вот вашего вопроса, анализа сезона и каким мы его ожидаем, от каждого он зависит отдельно. Он всегда будет хороший, если человек будет соблюдать качество сервиса, повышать его, повышать безопасность своего сервиса, развивать его. И так каждый предприниматель, то, конечно, отдыхающий никогда здесь не уменьшится. Вот мы затронули тему границы, но есть же альтернативные маршруты, морское сообщение, железнодорожный транспорт, развитие инвестпроекта аэропорта. То есть все эти комплексы этих мероприятий позволят привлечь
туристов в Абхазию в гораздо больших объемах. Поэтому все эти меры будут способствовать увеличению трафика сюда. И не будет стоять вопрос, какой сезон мы ожидаем. Все зависит только от тех людей, которые работают здесь, на этой территории, в этих отелях, в этих экскурсионных бюро. Соответственно, от их качества услуг, от их безопасности зависит сезон. Я хочу поблагодарить всех участников сегодняшней дискуссии. Азамата, если он все еще нас слышит, спасибо всем, что нашли время прийти, поговорить. Я надеюсь, что этот сезон будет для всех хорошим, успешным, и мы сможем, да, вот, учитывая вот эти реалии, какую-то работу над ошибками, которые мы, возможно, совершили в прошлом году, не совершим в этом. Всем желаю хорошего туристического сезона. Благодарю за беседу. Спасибо.